Приветствую, земляки! В лес ходят, чтобы насладиться природой. На море ездят для восполнения дефицита солнца. Ну а информационно-развлекательную программу «Студия-11» включают, когда есть невероятное желание узнать что-то новое и интересное. Чем мы наполним наши эфирные минутки, узнаем из краткого анонса. На страже женского здоровья знакомимся с профессионалом своего дела. Всегда в движении. Молодежь Коми снова на пьедестале. Игры из подручных. Как придумать интересный досуг из ничего. Самое главное богатство нашей республики – это люди. И вековой юбилей Коми – отличный повод познакомиться с талантливыми, увлеченными людьми, с профессионалами своего дела. Кто же наш следующий герой? Не будем держать интригу. Красота и успех – это то, к чему стремятся современные женщины, призывая на помощь все достижения косметологов и пластических хирургов. И только самые мудрые представительницы прекрасного пола помнят, что счастливая жизнь немыслима без должного внимания к женскому здоровью. Вот уже более 30 лет на его страже стоит врач медицинского центра РГС Мед Борис Турубанов. Уроженец Кайгородка вернулся в родную республику после окончания Свердловского государственного медицинского института. Но, как мы знаем, процесс обучения у врачей не заканчивается никогда. Прошел в первом медицинском институте в городе Санкт-Петербург. Нынче это университет имени Павлова на кафедре лазерной медицины. И с тех пор работаю, занимаюсь патологией шейки, наружных органов, диагностикой, лечением. Его сфера – оперативная гинекология, и здесь он профессионал. В медицинском центре РГС Мед Борис Леонидович трудится с открытия хирургического корпуса. К слову, наш герой признается, что врач – это его детская мечта, которая воплотилась в реальность. Профессия была выбрана осознанно, еще в школьные годы, в 10 классе, так как у меня есть родственники, которые работают в медицине. И с тех пор трудимся. Борис Турубанов считает, что между пациентом и гинекологом не должно быть неудобных тем. Если что-то тревожит, нужно говорить сразу. А если проблем никаких нет, регулярно проходить плановый осмотр. Ведь женское здоровье – это командная работа. Самое главное, чтобы была связь между пациентом и врачом. Это самое главное. Когда это есть связь, то есть и выполняется работа лучше, с пониманием, и пациенты выздоравливают. Потому что мы помогаем пациенту, пациенты помогают нам. Кстати, Борис Леонидович – почетный врач Республики Коми, и стаж у него тоже солидный. Конечно, чтобы идти в ногу со временем, специалисту нужно постоянно повышать свою квалификацию и уровень знаний. В стенах РГС Мед выполняются лапаротомные и пластические операции, манипуляции с использованием радиоволнового метода и лазеровапоризация. И, конечно, наш герой признается, что здесь главный помощник врача – современное оборудование. Кабинет Бориса Турубанова таким и оснащен. Например, полупроводниковый лазер Лахта Милан, который позволяет работать не только в воздушной, но и в водной среде. Или радиоволновой аппарат Фотек. Преимущество лазерной терапии – это практически бескровная терапия, достаточно быстрая реабилитация. Очень, в принципе, в первую очередь, пациенты, допустим, после лечения патологии шейки, матки, плюс большой еще имеют бонус в том, что нет рубцовой ткани. Труд во благо пациента. Вот жизненная кредо Бориса Турубанова. Думаем, что именно этот девиз сделал его одним из лучших специалистов в области оперативной гинекологии. Искреннее желание помогать людям – это то, что способствует преодолению сложностей в любой профессии. Успех – это работа, это труд, прежде всего. Секрет успеха всего, чтобы каждый делал свою работу, это в первую очередь на все 100%. Вот и всего лишь. Всегда в движении и всегда на высоте. Это про нашу молодежь. Чем они только не занимаются. Например, совсем недавно Коми, региональная организация Российского союза молодежи, победила в конкурсе команда РСМ. С каким проектом выступили наши девушки и юноши, узнаем у председателя Российского союза молодежи в Коми Александры Трошевой. Саша, привет. Привет. Ну, во-первых, я тебя поздравляю с этим событием. Для начала давай поговорим немножко о конкурсе. Вот расскажи немножко о конкурсе. В чем суть этого конкурса была? Конкурс команды
команда РСМ вообще происходит в 3 номинациях. Мы участвовали в номинации «Развитие РСМ», и для нас было самое главное презентовать свой проект, показать о том, что мы делаем и как мы это делаем. Кто представлял Республику Коми? Республику Коми представила Коми региональная организация. Мы выступили со своим проектом «Стажировка РСМ», который нацелен на работу с общественными деятелями и нацелен на их трудоустройство в дальнейшем. Что за проект вообще в целом? Как пришла идея? Мы прекрасно понимаем, что общественная деятельность – это здорово, это дает тебе какую-то энергию и так далее. Но при этом, когда ты заканчиваешь вуз, ты понимаешь, что тебе необходимо трудоустраиваться, и мы помогаем нашим активистам, условно говоря, пройти эту практику, понять, чем же они хотят заниматься и чем они могут заниматься. В этом и есть суть вашего проекта, с которым вы победили, да? Да, это суть нашей практики «Стажировка РСМ», которая была оценена по достоинству экспертами, да, и теперь войдет в топ главных практик Российского союза молодежи. Здорово. Что дает победа, Саша, в этом конкурсе Коми отделению Российского союза молодежи? Во-первых, одобрение этой практики, о том, что она действительно необходима, о том, что ее можно развивать, о том, что необходимо ее продвигать в массы, и о том, что можно с ней, например, подаваться на грантовый конкурс. А если говорить в целом о деятельности Российского союза молодежи, в целом, чем можете поделиться? Мы реализуем огромное количество федеральных проектов. Это «Студвесна», это «Студент года», это «Пространство развития». То есть на самом деле наш пул интересов, он достаточно огромен. Плюс центральная программа «Кадры РСМ», которая направлена на развитие каждого индивидуального члена внутри региональной организации. Как стать частью вашего движения, такого мощного движения? Стать частью очень легко. Необходимо лишь перейти на страницу Российского союза молодежи ВКонтакте, написать либо мне, либо в личное сообщение. Мы обязательно выйдем с вами на связь, потому что это, на самом деле мы понимаем, что развиваться нужно всегда, и у нас есть все ресурсы для того, чтобы развивать молодого человека во всех его направлениях. Вообще молодежь Республики Коми, верно? Да, конечно. От 14 и до 35 лет. Как вы себя чувствовали, когда узнали, что вы победили? 31 мая, да, вы узнали? Да, 31 мая. Это был прямой эфир на огромную публику ВКонтакте. Весь Российский союз молодежи смотрел этот прямой эфир, потому что отмечалось день рождения организации. И когда ты слышишь просто наименование своей организации, ты думаешь: серьезно? Круто. Значит, надо идти дальше. Саша, давай поговорим о команде. Команда Российского союза молодежи в Республике Коми. Большая ли эта команда или вас несколько всего лишь человек? На самом деле у нас есть пул людей, которые принимают решения постоянно, это человек 20, но команда РСМ, вообще семья РСМ в Коми насчитывает более 120 членов. В общем, приглашаешь в семью РСМ Республики Коми. Саша, огромное спасибо, что пришла к нам в гости. Удачи, успехов, и новых вершин и побед. Спасибо вам большое. И, конечно же, ждем всех ребят к нам в семью. Чем занять ребенка? Таким вопросом, наверное, задавался каждый родитель или человек, который остался один на один с озорником. К тому же хочется, чтобы малыш время провел с пользой. Один из способов в нашем следующем сюжете. Ваш ребенок не любит рисовать? Предложите ему увлекательное рисование с помощью машинки и маркера. Привязываем с помощью скотча толстый маркер и предлагаем ребенку нарисовать на листочке. Можно вначале предложить рисование хаотических линий, как управляет ребенок. Можно потом в этих каракулях распознать, что же такое наездила твоя машина. Постепенно мы даем задание для нашего малыша. Попробуй проехать прямо. Нарисуй с помощью машинки прямую линию от края до края. Встречается извилистая дорога. Рисуем волнистую линию, умело управляя машинкой. Попробуем нарисовать необычную линию. Называется спираль. Поедет машина по кругу, все время заворачивая в центр. Можно менять руки, что способствует развитию моторики ребенка. С каждым разом спираль получится все лучше и лучше. Ваша задача – доехать до центра. Таким образом, ребенок знакомится с геометрическими понятиями: линия, прямая, волнистая, спираль.
с помощью обыкновенного маркера и машинки ваш ребенок может повторять пространственные отношения право-лево. Представьте, что вы инструктор, и ваши задания четко выполняет юный водитель. Машина едет прямо, поворот направо, и вместе с малышом вы выучите правила дорожного движения и весело, полезно проведете время. Мы ненадолго прервемся, встретимся совсем скоро. Кнопку пульта вы запомнили. Не скучай, республика. И снова здравствуйте! В эфире информационно-развлекательная программа «Студия-11». Впереди, как и всегда, много интересного. А чего именно? Приоткроем завесу тайны. На Дворцовой Ксения Лосева встретилась с руководителем Коми-землячества. Юный эколог. Насыщенная неделя у любознательных школьников. Интернет-забавы. Чем удивит мировая паутина? Дни республики в Москве и Петербурге завершились. На всех площадках работали съемочные группы Юргана. И, конечно, командировки дали возможность журналистам пообщаться с нашими земляками, которые не забывают малую родину. Моя коллега Ксения Лосева встретилась с руководителем Коми-землячества Александром Тирюковым на Дворцовой площади. Причем место встречи было выбрано не случайно. На самом деле Коми, город на Неве, связывает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И сотни улыбчивых прохожих, пара-тройка точно наши земляки. Кое-где можно встретить магазинчики со знаменитыми деликатесами из республики, а несколько лет назад здесь и вовсе появилась улица Воркутинская. И даже знаменитый на весь мир Зимний дворец, визитная карточка Санкт-Петербурга, возможно, бы не сохранился до наших дней в своем первозданном виде, если бы не прочная кровля из Коми. Больше 2000 листов железа для покрытия крыши архитектурного ансамбля было произведено специально на Кажемском заводе, что долгое время работал в Кайгородском районе. О том, что еще объединяет нашу республику и северную столицу, расскажет нам руководитель Коми-землячества Неватас Александр Тирюков. Александр Иванович, здравствуйте. Расскажите, какие есть вообще интересные исторические факты, которые иллюстрируют нам связь двух северных столиц? Действительно их много, потому что Петербург был столицей империи. Здесь был один из немногих дореволюционных университетов. И на самом деле все выходцы из Коми, которые до революции получили высшее образование, они учились здесь. Или в университете, или в Академии художеств, как архитектор Холопов, или же учились в Институте гражданских инженеров. Такая была система, потому что почему-то Москва жителей Коми не привлекала. Здесь же, в столице, опять столичный город, проживало несколько династий купцов, которые вышли из Петербурга, которые сделали свое имя на громадной территории Российской империи и под конец жили в Петербурге. Но я имею в виду династию Латкиных, которых 3 поколения жили в Петербурге. А Василий Николаевич Латкин, который много занимался освоением Печоры, Печорского края, он привлек к себе в компанию архангелогородца Михаила Сидорова, который здесь тоже жил, и Павла Ивановича Кузенштерна. Вот эта троица вложила, можно сказать, даже потеряла несколько миллионов рублей, пытаясь освоить Печорский край. Сидоров, в конце концов, пробурил первую настоящую скважину на Ухте и доказал, что там есть нефть. Кузенштерн первым создал на своей основе, построив шхуну «Ермак», первым пытался пройти на восток от устья Печоры. То есть стоял у истока вот того, что мы сегодня называем Северного морского пути. Мы надеемся, что связь между двумя столицами северными будет становиться с каждым годом все сильнее. В воскресенье на базе Республиканского центра экологического образования стартовала профильная смена «Юный эколог». Продлится она до 12 июня. Кто мог стать участником и чем смена будет наполнена, нам расскажет директор Центра экологического образования Андрей Безносиков. Андрей Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Чему научатся участники? Самый главный, наверное, вопрос. Участники профильной смены овладеют как практическими навыками
в исследовании окружающей среды, так и будут приобщены к практической деятельности в сфере охраны окружающей среды. Мы ставим перед собой такую задачу, чтобы выстроение эффективного взаимодействия всех участников деятельности направлено на сохранение окружающей среды и экологическое мировоззрение, то есть экологически ответственное мышление. Вот, кстати, в каком формате будут проходить занятия? Занятия профильной смены предполагают как практическую деятельность, так и теоретическую, и будут они проводиться на базе двух учреждений. На базе Республиканского центра экологического образования и на базе Академии юных талантов гимназии искусств. В рамках профильной смены будут проводиться не только занятия, но и республиканский слет юных экологов. А также мы привлекаем наших партнеров и организации, которые сотрудничают с нами в деятельности по сохранению окружающей среды. Это и «Серебряная тайга», и они будут проводить занятия по геоинформационным системам. Андрей Вячеславович, а сколько у нас всего детей участвует вот в этой смене? На смену приехало 50 детей из 8 муниципалитетов республики. Это и Сыктывкар, Печора, Усть-Коломский, Усть-Унский район, Кайгородский, Карткеросский, также Сыктывдинский и Сысольский районы. Ну, география обширная, можно сказать, да? По половине республики. Да, знаем, что сегодня стартовал слет юных экологов. Давайте еще раз расскажем, поясним, что такое слет юных экологов. В этом году слет проводится уже в 25-й раз. Юбилейный год, юбилейный слет. Слет – это итоговое мероприятие по отбору детей, по выявлению самых одаренных детей. И проводится он с целью их отбора для участия на российском уровне в таких мероприятиях. Участниками слета становятся дети, которые являются победителями и призерами муниципальных отборов, победители олимпиад. То есть дети здесь не случайные, дети, которые глубоко погружены в эту тематику и являются, на самом деле, можно сказать, фанатами этого дела. Вот я знаю, что планируется индивидуальное и командное первенство. В чем будут вот как раз соревноваться сами ребята? Будут проведены 5 конкурсов. Это будет конкурс по ботанике, зоологии, гидробиологии, энтомологии, почвоведению и орнитологии. Конкурсы будут проводиться на базе ботанического сада СГУ. Здорово. И дети выезжают в эти дни непосредственно в ботанический сад, и мероприятия будут проводиться там. Я знаю, что вы привлекаете еще и медийщиков, верно? Верно. У нас так получилось, что в этом году мероприятия, которые проводятся, они у нас как-то связаны с круглыми датами, юбилейными датами. И у вас юбилей у республики, да? Как раз об этом и хочу сказать, что слет у нас проводится 25-й раз, а в этом году, в год столетия республики, Республиканский центр экологического образования отмечает свое 80-летие. И мы хотим сделать подарок и жителям нашей республики, и сотрудникам центра, и готовим, так приоткрою ничего завесу, готовим большой фильм о центре. И как раз вот привлекли ребят, которые будут нам в этом помогать. То есть сейчас вот отсняты материалы, которые войдут в фильм, который будет посвящен юбилею нашего центра. Здорово, с нетерпением ждем. Андрей Вячеславович, большое спасибо, что пришли к нам в гости. Наша беседа подошла к концу. Чем порадует нас интернет? Конечно же, зверушками. Все мы любим своих четвероногих друзей. Угощаем их, балуем, чешем пузико. А что, если ваш питомец – медведь? Друзья, трюк со следующего видео выполнен профессионалами. Не повторяйтесь за ними, не нужно. Друзья, к этой секунде у меня все. Сейчас мы отправимся на поиски новой информации, интересных гостей и забавных фактов. А вам желаю провести этот день ярко и насыщенно. И не забывайте про свое здоровье. Не откладывайте решение о вакцинации. Помните, что от этого зависит не только ваша безопасность, но и безопасность вашей семьи. В эфире была программа «Студия 11». До встречи, земляки. Пока.